Владивосток становится еще доступнее для якутян. В столицу Приморья из Нижнего Вестяха теперь будет курсировать беспересадочный ЖД-маршрут. Подробнее о том, как запускали этот поезд и сколько будет стоить добраться до столицы Дальнего Востока, в репортаже Петра Васильева. Двое суток на комфортабельном поезде, и вы на берегу Японского моря. Это стало возможным благодаря запуску беспересадочного поезда по маршруту Якутск-Владивосток. Теперь любой желающий якутянин может на поезде добраться до сердца Приморского края. Перед нами, правительством, перед железнодорожниками поставил задачу сегодня запустить короткое такое сообщение до Владивостока. Как можно, чтобы быстрее поезд пришел к морю. Этой зимой РЖД поддержали предложение республики и выделили региону десяток пассажирских вагонов, окрашенных в фирменные цвета якутского флага. В ближайшее время в связи с ростом спроса на данное направление их количество планируют увеличить. Пассажирские вагоны в поезде оснащены по всем необходимым требованиям. Кроме того, они полностью адаптированы к работе в условиях нашего северного холодного климата. Таким образом, путешествие до столицы Приморского края будет комфортным не только летом, но и в наши холодные зимние дни. Стоимость проезда в вагоне-купе составит 5200 рублей. Доехать в плацкарте можно будет за 3500 рублей. Для пассажиров на всем протяжении пути будет работать и всеми любимый вагон-ресторан, куда планируют включить и блюда национальной кухни. Я поеду поездом, у меня живет родная сестра в Владивостоке. Думаю, наконец-то никуда пересаживаться не придется. Здорово. А раньше как добирались? Через Хабаровск пересадки, долгие ожидания. Короткая дорога, оказывается, по времени, если никуда не пересаживаться, идти прямым ходом. С вводом поезда по маршруту Якутск-Владивосток сократилось и время в пути до других дальневосточных и сибирских городов. В частности, до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска можно будет добраться быстрее на 5, 8 и 9 часов соответственно. Можно быть уверенным, что несмотря на закрытые границы и ограничения в столичном аэропорту, якутяне смогут отлично и доступно отдохнуть на живописном Дальнем Востоке. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск.